Иван Эверстов увлекается музыкой, сколько себя помнит. Еще в 5-летнем возрасте отец водил его к своему брату, который играл на скрипке и фортепиано. Вся семья поддерживала ребенка в стремлении попасть в высшую школу музыки Якутии. И вот мечта сбылась. И на протяжении 8 лет Ваня обучается в ее стенах. То, что я играю на духовом инструменте, это мне помогло. Я часто болел в детстве. И благодаря духовному развитию, я уже не болею, можно сказать, легче мне стало, выздоровел. В составе оркестра 40 детей. Каждый из них прошел жесткий конкурсный отбор. Ребята занимаются ежедневно по несколько часов. По словам педагогов, постоянные тренировки необходимы для улучшения навыков владения инструментом. С осени этого года начался набор в сводный духовой оркестр. В нем будут играть дети не только из ВШМ, но и других музыкальных школ. А пока ученики из основного состава оркестра проводят совместные занятия. У нас идет подготовительная работа к этому. Вот это сейчас у нас духовой оркестр Высшей школы музыки, который уже давно создан. Уже в 1994 году был создан. Да? Это уже у меня 4-е поколение ребят, а уже 1-е поколение, которые уже давно стали профессионалами, сейчас составляет костяк филармонии Якутии. Для сводного духового оркестра необходимо набрать порядка 120 человек. Сейчас проводится прослушивание ребят из других музыкальных школ и работа над новым репертуаром. Для обдумывания дальнейшей работы задействованы все педагоги кафедры духовых инструментов. Разрабатываем этот план, потому что мы его задание получили только в августе. Безусловно, это будут занятия по расписанию с детьми, потому что, чтобы научить ребенка играть, нужно его, во-первых, научить. Это должны быть такие методические занятия, еженедельные. На данный момент в Высшей школе музыки обучается 180 детей с 1 по 11 класс среднего профессионального образования и 92 студента на уровне вуза по программе консерватории. Приемная кампания на 2017 учебный год в Высшей школе музыки охватила 23 района республики и даже Хабаровский и Камчатский край. Всего было подано 612 заявлений, по 15 человек на одно место. Это рекордное количество заявлений, когда-либо зафиксированное за всю историю школы. Все благодаря совместному проекту «Юные таланты Арктики» с фондом будущих поколений. По итогам тщательного отбора лишь 59 человек поступили для дальнейшего обучения. Хутан Лареса, Тимур Ширыжик, Вести, Якутск.